العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья по вере, джамаат села и все гости, да примет Аллах ваш зиярат. Все, кто выступал до меня, говорили истину. Мы знаем, что наше время такое, что говорят много, а делают мало. Всемогущий Аллах начал творить людей с Адама, алейхиссалам, и он был создан из глины. Эта глина была собрана из разных уголков земли. В ней было намешано много разной земли – красной, белой и черной. Эта смесь была превращена в глину, и из этой глины был создан Адам, алейхиссалам. Из его левого ребра была создана Хава. С них началась жизнь на земле. Но сегодня я слышу, что в школах до сих пор учат детей, что человек произошел от обезьяны. Вы подумайте сами, поразмыслите. Разумный человек может в такое поверить? Однако в школах этому учат. Второе, о чем я хочу сказать, каждый, кто изучает исламские науки, ильму, делает это на своем уровне. Кто-то на аджаме, кто-то на арабском. Изучать науки легко, но следовать этим знаниям – вот что трудно. Сегодня все только и говорят о вреде наркотиков. Врачи уже устали говорить об этом. И это подобно тому, что кто-то не обращает внимания на медведя, который стоит прямо перед ним, но при этом ищет его след. Видимо, это правда. Слышал, что в Афганистане продают наркотики, как у нас женщины продают семечки, открыто выложив перед собой. Но при этом весь мир, все государства и организации призывают бороться с наркотиками. Они не обращают внимания на то, что наркотики в Афганистане распространяются открыто. Они не обращают внимания на этого медведя, но ищут его след. На самом деле, можно сказать, те, кто ответственен за борьбу с наркотиками и может это делать, ничего не делают. Что могут сделать такие люди, как мы? В действительности, никто не борется с этим. По шариату, если у какого-то человека дурной глаз, его сажают под домашний арест и выделяют для его содержания пособие. Это потому, что обществу легче платить ему пособие, чем терпеть вред, исходящий от его дурного глаза. Если бы у тех, кто ответственен, действительно болела душа за это дело, за борьбу с наркотиками, если бы мировое сообщество об этом так беспокоилось, почему бы, как в примере с человеком, у которого дурной глаз, не содержать бедных афганцев за свой счет и избавить таким образом от наркотиков? Тогда ведь не будет никаких наркотиков. Поэтому их беспокойство – это пустые разговоры. Надо, чтобы мы следили за собой и были примером для окружающих. Если так не делать, ничего не выйдет. Когда развалился СССР, мы все стали запрещать алкоголь, не разрешая продавать его в магазинах наших аулов. Это всего лишь формальная борьба с алкоголем. Разве мы не понимаем, что если запретить в одном месте, тот, кто хочет, купит в другом месте, и тот, кто продает, тоже продаст где-то еще? Алкоголь не то, что нужно запрещать. Вот если никто не будет ходить в магазин за бутылкой водки, если никто даже не посмотрит на нее, тогда она сама исчезнет. Разве это не правда? Поэтому нам некого винить, кроме себя. В первую очередь, это моя вина, а после меня и других. Потому что за нас никто не ответит перед Аллахом, кроме нас самих. Все пророки, начиная с Адама, все они пришли с исламом. Под исламом подразумевается таухид, единобожие.
И Аллах не принимает никакой другой религии, кроме этой. В этом нет сомнения, и то, что дело обстоит так, известно всем. Мы оказались в умме пророка, алейхиссалату вассалам. Неужели нам нельзя проявить хоть малое старание? Для нас же самих, ведь каждый делает для себя. Мы ведь видим, что все умирают, и мы хороним братьев, сестер, родителей, и мы знаем, что умрем и сами. И при этом мы знаем, что на том свете мы не найдем ничего, кроме тех благих деяний, которые совершали здесь. Поэтому все зависит от нас. Я постоянно делаю дуа для всех мусульман, для всей уммы, и вы делаете дуа, и старайтесь воспитывать детей. Брат по вере, который работает в журнале «Лачин», сказал очень верные слова. Сегодня дети не виноваты в том, как они себя ведут. Виноваты их родители. Естественно, какая может быть вина на детях, ведь их надо правильно воспитывать. А если ребенок растет в семье, где на столе всегда стоит бутылка водки, чему он научится? У нас много болезней, о которых можно долго говорить. Сегодня появилась фитна, смута, которую некоторые люди называют газаватом. Люди, которые говорят об этом, они даже не почувствовали запах газавата. Ведь ислам объявил запретной кровь, имущество и честь мусульман. Нет ничего чище ислама на этом свете. Разве может быть что-то чище того пути, который нам указал Аллах? Люди смуты этого не поймут. Пусть Аллах нас защитит от их вреда. Старайтесь беречь себя, свои семьи, родных и близких от людей фитны. К примеру, у меня есть друг, сосед или тот, с кем мы работали вместе. Если я соблюдал предписания, а он нет, и так мы ушли из этого мира, в судный день он укажет на меня и скажет: «Это мой друг, он меня не обучил тому, что знал, ввергните его в ад». Тот, конечно же, не победит в этом споре, но я буду отвечать за то, что не учил его. Почему? Потому что на мне лежала обязанность наставлять. Наставлять обязан каждый мусульманин. Сегодня видишь много таких примеров. Двое вместе работают на заводе, в магазине и так далее. Один из них соблюдает предписания, а другой ничего об этом не знает. Первый обязан наставлять второго. Пусть Аллах поможет всем. Не буду долго говорить. Пусть Аллах даст вам тауфик. Я думаю, была бы школа во времена нашего детства такой, как сегодня. Пусть Аллах одарит здоровьем Мухаммада, директора. Он проделал большую работу. Да сделает Аллах этот маджлис баракатным для всего Дагестана. Всем гостям, которые пришли, тоже огромное спасибо. Да увеличит Аллах им вознаграждение. Благодарю и весь джамаат. Есть одна просьба, особенно к женщинам. Именем Аллаха прошу, берегите себя. Не ради меня. Сегодня женщины сами бывают одеты, прикрыты, а их маленькие девочки полураздеты. Разве так можно? Как такое допускают? Если в детстве их не приучить к этой одежде, то как их приучить, когда они станут взрослыми? Поэтому большая просьба: берегите себя, свою семью и родных. Да наставит Аллах всех нас на праведный путь. Больше нечего сказать. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Да сохранит вас Аллах здоровыми.